Готовы ли вы сегодня к преобразующему чуду? Я несу божественное послание специально для вас. Откройте свое сердце и слушайте внимательно. Божественное общается с вами, постоянно посылая вам нескончаемый поток доброжелательных пожеланий, исцеляющей привязанности и процветания. На этой неделе ваша очередь пережить преобразующее чудо, которое принесет вам больше радости, чем вы когда-либо чувствовали раньше. Если вы верите в божественное, пожалуйста, проявите свою поддержку, поставив лайк этому видео. Помните, 11.11 означает божественное выравнивание. Но это не все. До конца этого месяца Божественное приготовило для вас особый дар исцеления. Этот дар приведет к полному выздоровлению от любого недуга, от которого вы можете страдать. Божественное уводит вас от боли, невзгод и нужды, направляя вас к жизни, наполненной исцелением, комфортом и процветанием. Пожалуйста, проявите свою поддержку нашего сообщества, пожертвовав до $10. Если вам понадобилось это послание сегодня, знайте, что сегодня для вас день, наполненный добром, благословениями и новыми возможностями. Откройте свое сердце и примите обильные дары, приготовленные Божественным. Если вы верите в Божественное, откройте свое сердце и позвольте мне изобразить яркий образ святости, существующий в вашем доме. Эта святость превосходит простую телесность, поскольку ваш дом – это святилище, освященное пространство, где переплетаются спокойствие, утешение и радость. В его объятиях вы найдете убежище от мирового хаоса, место, где можно расслабиться, восстановить силы и поделиться моментами смеха и любви с самыми близкими вам людьми. В этих священных стенах я, божественный оркестратор, собираюсь явить чудо, превосходящее ваше самое смелое воображение. Размышляя о природе этого предстоящего чуда, вы можете задаться вопросом о его форме, проявлении и о том, как оно изменит ход вашей жизни. И все же, мое дорогое дитя, помни, что необъятность моей мудрости превосходит человеческое понимание. Пути мои возвышаются над земным пониманием, как небеса простираются далеко за пределы досягаемости земли. Мои мысли так же бесконечны, как сам космос, воплощая в себе величие, превосходящее смертное восприятие. Это божественное вмешательство будет создано специально для того, чтобы удовлетворить сложную картину ваших потребностей, желаний и обстоятельств. Это будет свидетельством моего божественного мастерства, выкованного с безграничной любовью и бесконечной мудростью. Этот шедевр принесет исцеление там, где обитает болезнь, восстановление там, где обитает сломленность, мир там, где бушует смятение, и радость там, где печаль отбрасывает свою тень. Он исправит натянутые отношения, рассеет затянувшиеся сомнения и наполнит ваш дом обновленным чувством надежды и любви. Посреди этой впечатляющей трансформации ваш дом будет сиять маяком моей безграничной милости, свидетельством неизмеримых глубин моей любви к вам. Он станет священным пространством, где молитвы находят ответы, где улетают мечты и где изящно раскрываются чудеса. Сама суть вашего дома превратится в убежище,
где необычное станет повседневным явлением. Приготовь свое сердце, дорогое дитя, к тому, что это божественное чудо манит тебя с распростертыми объятиями и восприимчивым духом. Примите это с терпением, поскольку мой выбор времени безупречен, а мое провидение непоколебимо. Доверьтесь знанию того, что то, что вас ждет впереди, далеко превосходит ваши представления, поскольку я приберег для вас только величайшие благословения. Помни, дитя мое, что я с тобой на каждом этапе твоего пути, вечно присутствуя, даже до конца времен. Моя любовь к тебе остается неизменной и непоколебимой, преодолевая границы обстоятельств и ситуации. Я ваш постоянный спутник, ваш непоколебимый наставник и ваша непоколебимая опора. Когда это чудо разворачивается в вашем доме, пусть благодарность наполнит вашу душу, пусть хвала вознесется к небесам, и пусть ваше жилище наполнится радостными гимнами моей доброты. Пусть ваш дом станет священным алтарем, святилищем, где мое имя превозносится и прославляется непрестанно. Радуйся, дорогое дитя, ибо проявление божественного чуда преобразит не только твой дом, но и саму суть твоего существа. Оно вдохнет жизнь в ваше сердце, осветит ваш разум и поднимет ваш дух на невероятную высоту. Приготовьтесь стать свидетелями того, как сияющее великолепие этого чуда пронизывает каждый аспект вашего существования. Теперь, мое любимое дитя, прислушайся к моим словам уверенности. Я пришел к вам сегодня, чтобы подтвердить, что в вашей жизни вот-вот произойдет колоссальный сдвиг. Двери возможностей, созданные с божественной точностью, распахнутся перед вами. С непоколебимой уверенностью и непоколебимой верой вы пройдете через эти порталы и окажетесь на пути, идеально соответствующим вашим талантам, мечтам и целям. Эти возможности будут не случайными событиями, а тщательно организованными обстоятельствами, которые подтолкнут вас к месту назначения. Финансовое бремя, которое тяжело давило на ваш разум и сердце, будет снято. Дитя мое, я был свидетелем твоей борьбы, твоих жертв и твоих неустанных усилий. Я услышал ваши пылкие молитвы о помощи и руководстве. Позвольте мне заверить вас, что проблемы, которые беспокоили ваши бессонные ночи, решаются. На жизненном пути божественное провидение призывает нас отдать себя и довериться божественному плану. Мы часто оказываемся в ситуациях дикой природы, где вынуждены полагаться на высшую силу, даже когда наши личные усилия кажутся недостаточными. Бывают моменты, когда, несмотря на все наши усилия, мы спотыкаемся и падаем. Именно в такие моменты, когда Бог лишает нас всей поддержки, у нас не остается иного выбора, кроме как полагаться на Него. Каждый в какой-то момент сталкивается с неконтролируемыми обстоятельствами. Болезни, старение и стихийные бедствия являются ярким напоминанием о пределах нашего контроля, заставляя нас искать божественного вмешательства. Эти трудности проверяют наше доверие, часто показывая, что наша вера не так сильна, как мы себе представляли. Но даже в пустыне Бог всегда приходит, исполняя свои обещания.
Давид научился возносить хвалу Богу посреди своих приключений в пустыне. До таких испытаний наши похвалы могут быть поверхностными, рутинными, а не искренними. Однако истинное поклонение проистекает из личных встреч и переживаний с Божественным. Бог жаждет подлинного поклонения, выходящего за рамки простых слов. Он отправляет нас в пустыню, чтобы научить нас значению подлинного поклонения, особенно в самые трудные моменты. Тогда поклонение становится дисциплиной, а не мимолетной эмоцией. Когда мы учимся поклоняться в пустыне, наше внимание смещается с обстоятельств на Божье провидение. Дэвид не пытался решить свои проблемы самостоятельно. Он решил позволить Богу справиться с ними и продолжал поклоняться даже во время шторма. Точно так же мы можем научиться доверять Богу и возносить искреннюю хвалу во время нашего опыта в пустыне. Божья любовь уничтожает страх и предлагает защиту и обеспечение. Поэтому нам не нужно бояться, поскольку Его любовь защитит нас от всех опасностей и восполнит все наши нужды, будь они эмоциональными, физическими или финансовыми, потому что Его любовь к нам непоколебима. Иисус уверяет нас в новом уровне известности, влияния и процветания, одобренном им. Люди осознают величие, которое Он вложил в нас. Наши души сосредоточены на одном – оставить прошлое позади и с нетерпением ждать будущего. Сегодняшнее послание является подтверждением молитв, которые вы возносили. Бог услышал ваши мольбы и работает над чем-то необычайно хорошим. Великое откровение уже в пути. Не теряй надежду. Бог хочет, чтобы вы знали, что вы снова можете быть воодушевлены. Он разрешит любую сложную ситуацию в вашей жизни. Он работает над вашей борьбой. Итак, отпустите стресс и доверьтесь Богу. Он благословит вас и вашу семью и принесет исцеление там, где оно необходимо. На горизонте уже не за горами захватывающие и замечательные новости. Кто-то собирается подарить вам то, о чем вы настойчиво молились. Ваш Небесный Отец желает привести вас в место мира и служения. Досмотрев это сообщение до конца, вы можете рассчитывать стать свидетелем этих чудес. Вы можете рассчитывать на хорошее здоровье, позитивный настрой, большой успех, процветающие отношения, значимые связи, мир, духовный и умственный рост, а также финансовое процветание. Вы испытаете благословение, прорывы и Божье благоволение. Бог уверяет вас, что все получится. Он полностью контролирует ситуацию. Он знает, что говорится в медицинском заключении, как выглядит финансовое положение, кто против вас и насколько велики ваши мечты. Он уверяет вас, что не подведет вас. Если на то будет воля Божия, это произойдет. Вам не нужно бороться за место в чьей-либо жизни. То, что Бог приготовил для вас, не будет дано кому-то другому. Если вам приходится бороться за внимание или место в чьей-то жизни, это знак того, что это не Божий план. Ожидайте Бога, доверяйте Его Слову, и в Его время это произойдет. Боже,
Мы не всегда уверены в том, что нас ждет в будущем, но мы знаем, что у Тебя есть план и цель для нашей жизни. Спасибо, что направляете и защищаете нас, пока мы продолжаем следовать за Вами. Мы не будем бояться. Вместо этого мы будем доверять Вам. Во имя Иисуса. Аминь. Прежде всего берегите свое сердце, поскольку оно является источником вашей жизни. Пусть ваши глаза смотрят прямо перед собой, сосредоточив внимание на том, что находится перед вами. Прокладывайте ровные тропы для ног ваших и ступайте по твердым путям. Бог говорит, что Он дарует вам жизнь, полную изобилия, отличного здоровья, безграничной радости и вечного счастья. Эта неделя будет наполнена удивительными и неожиданными событиями. С сегодняшнего дня чудеса будут происходить во всех сферах вашей жизни. Боже Небесный, этим утром мы поднимаем к Тебе руки во славе. Спасибо за то, что любите нас, за то, что ходите с нами и заботитесь о мельчайших деталях нашей жизни. Господь Иисус, восстань внутри нас, чтобы мы могли жить смело и уверенно ради Тебя. Открой глаза, чтобы мы могли увидеть в Тебе все, что у нас есть. Укрепите нашу веру, чтобы поверить Вам на слово и утвердить наши шаги. Настало время оставаться на своем самом высоком и лучшем для нас пути. Мы не одни. Вы с нами. Благодарю Тебя, Господь. Возможно, вы испытываете трудности, но продолжайте заявлять: «Я благословлен. Я процветаю. Я имею благосклонность Бога». Каждый раз, когда вы говорите это, вы приближаетесь к тому, чтобы увидеть, как это сбывается. Если вы ищете утешение сегодня, то это оно. Ты справишься. Вы одержите победу. Ты преодолеешь эту болезнь. Ваше новое предприятие будет успешным. Лучшие дни приближаются к вам. Требуйте этого и примите это верой во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас всех Бог. Ангелы посылают вам сообщение. Противостаньте своим трудностям лицом к лицу и ищите Божьего руководства. Он проведет вас через каждую трудную ситуацию, давая вам мудрость и чувство покоя. Помните, Его сила превосходит все, что вы можете себе представить. Поэтому доверьтесь Его божественному плану и позвольте Его любви действовать. Воспринимайте эту информацию как маяк, ведущий вас к более светлому будущему, наполненному неожиданными благословениями и сюрпризами. Оставайтесь восприимчивыми к чудесам, которые предназначены вам, и сохраняйте веру в этот божественный план. Будьте благодарны за необычайные изменения, которые происходят в вашей жизни. Верьте и знайте, что вы находитесь на пороге фазы процветания, радости и безупречного успеха. Ангелы подчеркивают важность признания жизни как ценного дара и огромной возможности. Цените настоящий момент и все его возможности, оставаясь верными тому, кто вы есть, преодолевая препятствия. Помните об этих 4 принципах. Двери будут открыты для вас. Молитва – ваш самый сильный союзник,
непоколебимая вера в божественное время имеет решающее значение, и знайте, что у вас есть божественная помощь в ваших битвах. Вам рекомендуется не избегать постановки амбициозных личных целей, поскольку существует божественный опыт в достижении того, что может показаться невозможным. Независимо от того, насколько грандиозными кажутся ваши цели, верьте, что они могут стать реальностью. Ваша жизнь скоро наполнится чудесами на каждом углу, подтверждая активное присутствие Божественного в вашей жизни. Вы будете уверены, что вас всегда сопровождают, и вы доступны Божественному присутствию. Божественная сила начнет действовать в течение следующих 4 минут, так что не торопитесь, чтобы принять грядущую трансформацию. В вашем доме и вашей жизни проявятся безмерные чудеса. Пусть ваш дом навсегда станет свидетельством божественной любви, жилищем замечательных благословений и святилищем, где чудеса находят свой дом. Кроме того, вы будете благословлены изобилием, которое превосходит ваши самые смелые фантазии, как в материальном богатстве, так и в богатстве божественной любви. Заявляется: «Я ваш целитель, я здесь, чтобы исцелить вас от любой физической, эмоциональной или духовной боли, которую вы можете испытывать. Моя цель – принести вам мир и комфорт. Двери, которые изменят вашу жизнь, вот-вот откроются. Негативные слова, сказанные против вашего будущего, будут сведены на нет силой божественной жертвы. Отец Небесного Света, несущий все совершенные дары в вашей жизни, последователен и надежен, в отличие от вещей, которые постоянно меняются. Исцеление, свобода, процветание и хорошее здоровье, которых вы искали, уже созданы для вас. Имейте полную веру, потому что, когда у вас есть вера, невозможное становится возможным. Ожидайте чуда, потому что вы скоро будете обеспечены. Вам открываются возможности, которые изменят вашу жизнь. Ваши долги будут погашены, счета оплачены полностью, а ваше финансовое положение изменится. Вещи, которые причиняли вам печаль в прошлом, исчезнут. Вместо этого вы испытаете радость, смех, любовь и благословение. Предстоящий месяц станет временем исцеления, трансформации, благословений и успеха. Подготовьтесь, поскольку вы собираетесь вступить в период роста, который повлияет на все аспекты вашей жизни, будь то ваши финансы, психическое здоровье, физическое благополучие или духовная связь. Невероятные благословения и чудеса ждут вас. Помните, что Божественное является Создателем всего – неба, земли, океанов, гор, солнца и звезд. Провозглашается: «Я ваш Бог, приносящий изобилие». Я хочу излить на вас все хорошее, богатство, хорошее здоровье и успех. Однако вам нужно иметь непоколебимую веру в Меня и с благодарностью принимать мои благословения. На следующей неделе вас ждут удивительные благословения, возможности и благосклонность, превосходящие все, что вы испытывали раньше. Для вас это сезон восстановления и обновления, поскольку божественные обещания все еще в пути. Верьте в силу исцелить свое тело, восстановить здоровье и изменить обстоятельства.
Божественное ведет вас в лучший период вашей жизни, убирая все, что тянуло вас вниз, и преобразуя вашу жизнь к лучшему. Помните, что Бог дает вам продвижение по службе и благословения, которые никто не может отнять. Доверьтесь божественному плану вашей жизни. Теперь повторяйте за мной. В 2023 году Божественное благословит меня, исцелит, обеспечит меня, защитит и направит меня. Я молюсь, чтобы Божественное никогда не переставало присматривать за мной и моей семьей. Давайте соберемся вместе в молитве, ища Божественной помощи в наше время финансовых трудностей. Принимая финансовые решения, мы просим мудрости и понимания. Мы доверяем Твоему божественному плану для нашей жизни и искренне молимся о прорыве в наших финансах. Мы жаждем изобилия и процветания, которые Ты обещал нам, и ищем Твоего руководства к новым возможностям. Предоставьте нам необходимые ресурсы и поддержку, в которой мы нуждаемся. Стремясь обеспечить свои семьи и выполнить Твою цель в нашей жизни, мы ищем Вашего руководства и защиты. Помоги нам разумно использовать наши ресурсы и быть ответственными распорядителями даров, которыми Ты нас наградил. Мы подтверждаем нашу веру и доверие к Твоему божественному плану для нашей жизни, провозглашая «Аминь». Помните, Он – наш кормилец, источник нашего изобилия. Бог желает благословить нас всем хорошим. Сохраняйте непоколебимую веру в Его любовь и с благодарностью принимайте Его благословение. Вы возрождаетесь, новый человек, Дитя Божье, последователь Иисуса. Святой Дух пребывает внутри вас, направляя, наделяя силой и преобразовывая вас. Июнь – время благословений, возможностей и изобилия. Верьте, что Бог может исцелить ваше тело, восстановить ваше здоровье и изменить ваши обстоятельства. Бог утроит ваши благословения на этой неделе. Вы станете свидетельством того, чего достижимо, когда Бог рядом с вами. Чудеса реальны, и Бог уже знает ваши нужды еще до того, как вы об этом попросите. Доверьтесь Его божественному времени и условиям. Бог освобождает вас от бремени и улучшает вашу жизнь. Примите эту трансформацию и провозгласите: «Бог со мной». Небесный Отец, я приближаюсь к Тебе с сердцем, отягощенным финансовыми заботами и неуверенностью. Я признаю Тебя как поставщика всего хорошего и ищу Твоего руководства, мудрости и благодати в управлении своими финансами. Я прошу у Вас прощения за прошлые ошибки в обращении с моими деньгами. Я признаю неправильные решения и прошу Твоей милости и благодати, чтобы учиться на этих ошибках. Пожалуйста, даруй мне мудрость, чтобы впредь принимать разумные финансовые решения. Я отдаю Тебе свои финансовые трудности, уверенный в том, что Ты знаешь каждую деталь моей ситуации. Я ищу Вашего божественного вмешательства, чтобы открыть мне двери возможностей зарабатывать деньги и разумно распоряжаться ими. Направь меня на правильный путь, благослови мои начинания и помоги мне быть прилежным, сосредоточенным и находчивым в работе и финансовом планировании. Рассмотрим эти 10 ежедневных аффирмаций,
связанных с финансовым благополучием. Во-первых, я благодарен за обилие финансовых возможностей в моей жизни. Во-вторых, я способен принимать мудрые финансовые решения и эффективно управлять своими деньгами. В-третьих, я с легкостью привлекаю богатство и процветание в свою жизнь. В-четвертых, я обладаю финансовыми возможностями и могу взять под контроль свое финансовое будущее. В-пятых, я открыт для получения богатства из разных источников. В-шестых, я культивирую позитивное отношение к деньгам и использую их как инструмент для роста и вклада. В-седьмых, я делаю разумные инвестиции, которые приносят долгосрочное богатство и финансовую безопасность. В-восьмых, я стремлюсь создать прочный финансовый фундамент для себя и своих близких. Девятое. Я освобождаюсь от любых ограничивающих убеждений в отношении денег и принимаю мышление изобилия. Десятое. Я заслуживаю финансового успеха и уверенно делаю шаги к достижению своих финансовых целей. Дорогое дитя, в этом году все, к чему ты стремишься, будет процветать. Бог благословит ваши отношения, финансы, здоровье и бизнес. Вы почувствуете мир, испытаете исцеление, станете свидетелем чудес, обретете радость и получите благосклонность. Независимо от ваших прошлых ошибок, Бог милостив и предлагает восстановление. Возможно, люди воспользовались вашей добротой, что привело к предательству и борьбе, проверившей ваше здравомыслие. Несмотря на эти бури, помните, что Бог очень любит вас. Божьи обетования, данные вам, все еще в пути. Помолитесь сейчас: «Дорогой Бог, если на то Твоя воля, пожалуйста, войди в мой дом и забери все мои заботы и проблемы. Пожалуйста, присмотри за моей семьей и сохрани им здоровье». Этот год был по-настоящему тяжелым. Пожалуйста, помогите мне найти надежду в темные времена и счастье в печальные времена. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Пусть Бог даст вам все, что вам нужно, и обильно благословит вас во имя Иисуса. Помните, Бог с вами, направляя вас к жизни, полной исцеления, изобилия и чудес. Дорогой Бог, пожалуйста, удовлетвори мои насущные нужды. Вы знаете мои насущные финансовые обязательства, которые тяжким бременем лежат на мне. Я доверяю Твоему обеспечению и верю, что Ты восполнишь мои нужды согласно своему обильному богатству. Даруй мне силу и настойчивость, чтобы с верой преодолевать трудности, зная, что Ты со мной на каждом этапе пути. Отец, я прошу Твоего мира, превосходящего всякое понимание, в разгар моих финансовых трудностей. Помоги мне сохранять спокойствие и сосредоточиться на Твоих обещаниях. Даруй мне уверенность верить в Твою верность и полагаться на Твое божественное руководство. Наполни мое сердце надеждой и уверенностью в том, что Ты делаешь все для моего блага, пока я ищу финансового прорыва. Господь, я также прошу Твоих благословений на мое пожертвование. Дай мне возможность развивать великодушное сердце, даже когда я сталкиваюсь с собственными трудностями.
Позвольте мне воспользоваться возможностью проявить доброту и помощь другим, зная, что щедрость рассматривается положительно. Пусть мои поступки послужат свидетельством любви и благодати, наполняющей мою жизнь. Самое главное, я умоляю Тебя, Боже, даровать мне финансовую независимость. Освободи меня от оков долгов, страха и беспокойства. Направь меня в принятие мудрых денежных решений, которые помогут мне откладывать деньги на будущее и готовиться к неожиданным событиям. Научите меня дисциплине, позволяющей разумно распоряжаться своими ресурсами, что позволит мне ощутить спокойствие и свободу, которые приходят от того, что я ответственный хранитель того, что вы мне доверили. Я благодарен за вашу постоянную помощь и за то, что вы слушаете меня. Я предпочитаю доверять Твоему божественному выбору времени и Твоему безупречному плану для моей жизни. Пусть Ваше имя будет прославлено на моем финансовом пути, и пусть я постоянно буду свидетельствовать о Вашей любви, обеспечении и изобилии. Если вы верующие в христианство, пожалуйста, поддержите наше сообщество, сделав пожертвование в размере до $20. Ваш вклад помогает нам распространять послание веры и надежды. Сегодня я хочу поделиться необычайными новостями, превосходящими обычное понимание. Подготовьте свое сердце к небесной последовательности божественного вмешательства, которое готово проявиться во всей вашей целостности. Приготовьтесь к трансформации, которая пронизает каждый аспект вашего существа, оставив неизгладимый отпечаток в вашей душе. В тихой гавани твоего дома я уже присутствую, двигаясь целенаправленно и грациозно. Я являюсь свидетелем твоих самых сокровенных желаний, твоих мечтаний, твоих слез и твоего смеха. Ничто не ускользает от моего внимания, поскольку я тесно связан с сущностью вашего существа. Будь уверена, милое дитя, что ничто не укрылось от моего всевидящего взора. Каждый опыт вашей жизни отмечается и принимается во внимание. С бесконечной любовью и безграничным состраданием я выступаю в роли божественного архитектора, создающего шедевр трансформации в самой ткани вашего существования. Приготовьтесь стать свидетелем метаморфозы, которая выходит за рамки обыденных ограничений. Мое божественное мастерство направлено на то, чтобы поднять, восстановить и омолодить вашу утомленную душу. Ожидайте, что в вашем доме чудеса раскроются, как распустившиеся цветы, раскрасив вашу жизнь яркими оттенками чудес. Там, где когда-то была тьма, хлынет свет, ясно и целенаправленно освещая путь перед вами. Страхи и сомнения должны быть рассеяны, заменены непоколебимой верой и уверенностью в безграничных возможностях, которые ждут впереди. Ваш дом больше не будет просто жилищем, а станет святилищем, наполненным божественным присутствием, где чудеса раскрывают свои великолепные крылья. Будьте настроены на шепот священного, ибо в этих стенах обычное преобразуется в необычное по мере того, как разворачивается эта божественная последовательность. Посреди этого преобразующего путешествия помните, что вы не одиноки. Я иду рядом с тобой, моя божественная рука направляет твои шаги, предлагая утешение во времена неуверенности,
и окутывая тебя непоколебимыми объятиями любви. Доверьтесь моей бесконечной мудрости, ибо я считаю, что ваше высшее благо во всех аспектах моего божественного плана. Пусть ваш дом будет навсегда благословен. В святом святилище, где необычное переплетается с обыденным, божественное исполняет гармоничный танец с человечеством. С радостью ожидайте раскрытия этого небесного шедевра в священных границах вашего дома, где чудеса готовы изобиловать. Бог предлагает заверение, призывая вас не бояться. Он обещает изменить ваши обстоятельства и даровать вам благословение даже в присутствии противников. Примите изменение своей точки зрения от прошлых неудач и разочарований к новым начинаниям, которые Бог питает в вашей жизни. Доверьтесь Его божественному плану, и Он обернется в вашу пользу. Благословение уже в пути, ангелы охраняют вас, а Святой Дух направляет ваш путь. Ваше финансовое положение улучшится, ваше здоровье улучшится, и все ваши потребности будут удовлетворены. Предстоящие 4 месяца превзойдут предыдущие. Двери, которые веками были закрыты, неожиданно распахнутся, ваше здоровье улучшится, вы встретите нужных людей, и ваша карьера взлетит до небес. Бог, наблюдатель вашей жизни, определяет, что открывается, а что закрывается. Приготовьтесь к предстоящим временам, когда вам предстоит сиять. Бог обещает вернуть то, что было украдено у вас врагом. Освободите место для отвеченных молитв, они направляются к вам. В Божьем хранилище для вас есть изобилие, поэтому сохраняйте веру. Вас ждут хорошие новости, и Бог работает над исправлением вашей ситуации. Продолжайте в том же духе, ваша жизнь находится на пороге позитивных преобразований. Произнесите вместе со мной эти слова. Я осознаю, что Бог что-то устраивает. Я понимаю, что благословения приходят ко мне. Я понимаю, что передо мной откроются новые возможности. Я верю, что мое исцеление близко. Давайте помолимся Богу, чтобы Он исправил то, что сломано, чтобы принести исцеление вашему разуму, телу и духу. На горизонте новый сезон, и новая волна благословений поглотит вашу жизнь. Во имя Иисуса я молюсь, чтобы исключительные Божьи благословения превзошли ваши самые смелые мечты и невероятным образом исполняли желания вашего сердца. Пусть вы станете свидетелем восстановления и получите благосклонность во всех аспектах своей жизни. Верьте и примите, потому что Бог еще не закончил благословлять вас. Найдите утешение в осознании того, что в предстоящем сезоне вас ждут большие благословения в ваших финансах, отношениях, карьере и здоровье. Расслабьтесь, Бог все контролирует, и Его время всегда идеально. С какой бы проблемой или вызовом вы ни столкнулись, Бог разрешил их. Это сообщение не случайно, это подтверждение того, что вам суждено победить. Упорствуйте и оставайтесь сильными. Ваше чудо прямо за поворотом. Заявите об этом с верой. Завершая это преобразующее путешествие, мы надеемся, что произнесенные слова и послания
которыми вы поделились, глубоко нашли отклик в вашем сердце. Пусть они послужат маяком на вашем жизненном пути, напоминая о ожидающих вас безграничных возможностях. Помните, мои дорогие друзья, что сила веры и Божья любовь – это непоколебимые силы, способные изменить любую ситуацию. Доверьтесь Его божественному плану, даже когда путь кажется неясным, поскольку Он хорошо знаком с вашими потребностями и желаниями. Покидая это видео, унесите с собой обновленное чувство надежды, укрепленную веру и глубокую веру в чудеса, которые вас ждут. Держитесь данных обещаний, зная, что Бог верен и исполнит их в нужное время. Примите благословения, которые ждут вас на пути, и оставайтесь непоколебимыми в своем стремлении к радостной, изобильной и целеустремленной жизни. Когда Бог рядом с вами, ни одна задача не будет слишком сложной, ни одна мечта не будет слишком далекой. Прочтите это сообщение полностью, поскольку оно содержит ключ к защите вас от потенциальных угроз. Обратите внимание на тонкие изменения вокруг вас. Они могут быть божественным вмешательством Бога и Его ангелов, защищающих вас от запутанных планов дьявола. Бог показывает, что у Него есть глубокое понимание вашего будущего. Один неверный шаг может отбросить длинную тень, поэтому прислушивайтесь к Его посланиям и знамениям, чтобы гарантировать, что ни вы, ни ваши близкие не попадете под Его божественную защиту. Будьте бдительны и при необходимости дистанцируйтесь от тех, кто не способствует вашему прогрессу и успеху. Дьявол может попытаться использовать их в гнусных целях. Будьте уверены, вы никогда не будете одиноки. Независимо от предстоящих задач, Бог с вами, наблюдая за каждым вашим шагом. Его вездесущая поддержка непоколебима. Доверьтесь Его постоянному присутствию. Возможно, были времена, когда вы плакали в одиночестве, но эти личные печали превращаются в публичное свидетельство. Бог организует значительную трансформацию в вашей жизни, и никто другой не может претендовать на заслугу в невероятных изменениях, которые вот-вот произойдут. Отпустите страх, беспокойство и стресс, потому что расцветает новый рассвет, и вы находитесь на пороге восхождения к новым высотам. Божья защитная рука на вас, так что мужайтесь в Его неизменной любви. Подумайте об устойчивости деревьев, которые ежегодно сбрасывают листья, но при этом стоят высоко и непоколебимо. Подражайте этому терпению, полагаясь на точное время, выбранное Богом. Ваша задача – упорствовать до тех пор, пока ваши цели не будут достигнуты. Никакой вред не постигнет тебя, ибо Бог – твоя неприступная крепость. Имейте неослабевающую веру в Его обещания. Прежде чем лечь спать, отдайте свое бремя Богу. Пока вы отдыхаете, Он проложит вам путь. Проснувшись, вы будете отдохнувшими, обновленными и готовыми встретить новый день. Приготовьтесь к невероятным благословениям, которые ждут вас завтра. Печаль и тревоги, тяготящие сегодня ваше сердце, заменятся всепоглощающей радостью и обильными благословениями, если вы поверите в Божью благодать. Признайте это послание,
не позволяйте своему прошлому держать будущее в заложниках. У вас есть сила формировать свою судьбу, используйте эту свободу с умом. В вашем путешествии вас сопровождают доброжелательные ангелы. Доверьтесь их руководству. Поразмышляйте над Иеремией 17 часов 14 минут. «А Господь, если Ты исцелишь меня, я буду по-настоящему исцелен. Если Ты спасешь меня, я буду по-настоящему спасен. Мои хвалы обращены только к Тебе». В мире условных обещаний и отношений помните, что Божья любовь к вам безусловна. Приготовьтесь к необъяснимым благословениям, которые Он приготовил для вас. Святой Дух ведет вас на более высокий уровень, и ваш прорыв неизбежен. Все злые заговоры против вас были аннулированы. Следите за знаками и оставайтесь открытыми для новых возможностей и идей, поскольку ангелы Божьи стоят рядом с вами, поддерживая ваши путешествия. Сохраняйте позитивный взгляд на свое будущее, ведь все будет хорошо. В минуты слабости знайте, что вы никогда не одиноки. Божьи ангелы наблюдают за вами, готовые поднять вам настроение. Доверьтесь божественному плану Бога для вашей жизни. Вы заслуживаете благословений, входящих в вашу жизнь как любимое дитя Божие. Пусть благодарность найдет глубокий отклик в вашем сердце. Слава Господу, и да пребудут Его благословения. Аминь. Сегодня ангелы передают особое послание от Бога, указывающее на Его намерение дать вам новое сердце, новую перспективу и новые устремления. Это необходимо для того, чтобы укрепить вашу веру в Его глубокую привязанность к вам и изменить ваше восприятие. Ваша вера сильна, и Бог хочет, чтобы вы поняли, что вы никогда не одиноки. Он всегда рядом с тобой, особенно во времена страданий. Бог обещает послать ангела, который будет защищать и вести вас на пути к месту назначения, которое Он запланировал для вас. Ожидающее вас счастье намного превзойдет ту боль, которую вы испытали. Если кто-то причинил вам боль, Бог призывает вас немедленно простить его, так же, как Он простил вас. Отпустите прошлые обиды и примите будущее, наполненное миром и спокойствием. Сегодня Бог предлагает вам возможность реализовать ваши стремления, которые могут включать в себя финансовое изобилие и физические благословения. Даже если вы не полностью согласны с этими сообщениями, обратите пристальное внимание на то, что они передают. Когда наступят трудные времена, Бог будет рядом, чтобы держать вас за руку, облегчить ваши страдания и ответить на ваши молитвы. Просто попросите Его о помощи. Он предлагает свой дар любви, не ожидая от вас ничего необычного. Бог подчеркивает, что Его творение обширно и совершенно. Хотя некоторые аспекты вашей жизни могут показаться несовершенными, несовершенство – это возможности для улучшения, а не недостатки. Вы являетесь частью Его божественного творения. Бог всегда был с вами в ваших прошлых трудностях и будет продолжать идти рядом с вами на каждом этапе жизни. Он не оставит вас и не позволит никому разрушить ваши отношения с Ним.
Если вы любите Иисуса, поделитесь этим посланием со своими близкими и не забудьте подписаться на этот канал, если хотите следовать Слову Божьему. Бог хочет, чтобы вы знали, что все будет хорошо. Информация, которая когда-то считалась безвозвратно утерянной, теперь возвращается к вам, подобно наступающему приливу, наполненному надеждой и процветанием. Приготовьтесь к возрождению радости и удовлетворения в вашей жизни. Позитивные события быстро приближаются к вам, поэтому будьте готовы насладиться славой своих достижений и погрузиться в удовлетворение, которое наполнит ваше существо. Сейчас для вас время насладиться восхитительной сутью существования и насладиться своими триумфами. По мере того, как вы продвигаетесь по пути, Бог призывает вас не питать никаких страданий. Он призывает вас предложить руководство и помощь тем, кто вам дорог, помогая им преодолеть их проблемы и препятствия. Бог призывает вас уделять первоочередное внимание своему благополучию, сохраняя при этом внимательность и уважение к другим. Помните, Он всегда командует и готов предложить необходимую вам поддержку, даже когда вы помогаете другим. Бог заверяет вас в своем постоянном присутствии, даже когда Его знамения невидимы и Его голос не слышен. Он стоит рядом с вами в трудные времена, стремясь улучшить ваши обстоятельства. Если вы готовы принять Божьи благословения в свою жизнь, будьте восприимчивы к ним и выразите свою благодарность. Ангелы передают вам четкое послание: ожидайте чуда на этой неделе. Событие, которого вы с нетерпением ждали, вот-вот произойдет. Будьте готовы учиться и расти на основе этого опыта. Мы выражаем вам нашу благодарность за то, что вы сопровождали нас в этом духовном путешествии. Если этот контент нашел отклик в вашем сердце, мы рекомендуем вам поделиться им с другими, кому может понадобиться искра вдохновения или прилив смелости. Давайте коллективно распространим послание, наполненное надеждой и преобразующим потенциалом веры. Мои возлюбленные дети, я, ваш Спаситель Иисус, обращаюсь к вам сейчас, распространяя мои божественные благословения на каждого из вас. Я услышал ваши молитвы и видел ваши слезы. Я признаю вашу борьбу и чувствую вашу боль. Я твое убежище во времена отчаяния. Возложите на меня свои заботы и бремя, и я успокою вас. Помните, я победил мир, и благодаря вашей вере в меня вы тоже победите. Я занес тебя так далеко не для того, чтобы бросить тебя. Моя любовь к тебе вечна, и мои обещания тебе неизменны. В великом замысле жизни вы не случайность, а часть моего божественного плана. Я создал тебя по образу моему, и ты устроен прекрасно и чудесно. Вы шедевр, уникальное творение, цель которого можете выполнить только вы. Я благословляю вас смелостью принять изменения в своей жизни, силой противостоять вашим вызовам и мудростью, чтобы понять мою волю. Я благословляю вас верой в чудеса, которые вас ждут, и надеждой, которая поможет вам двигаться вперед даже в самые мрачные часы. Дети мои, не бойтесь неизвестного, ибо я с вами. Я направлю твои шаги, и ты не споткнешься.
Не расстраивайтесь, если дела идут не так, как планировалось, ибо мои планы на вас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Я приглашаю вас войти в новую главу вашей жизни с уверенностью и уверенностью, зная, что я буду с вами на каждом этапе пути. Я готовлю вас к чему-то необыкновенному и снабжаю вас всем необходимым для этого. Мои благословения – это не награда за вашу доброту, а свидетельство моей доброты. Я благословляю тебя не потому, что ты этого заслуживаешь, а потому, что я люблю тебя. Мои благословения не предназначены для совершенных, но доступны всем, кто верит в меня. Я благословляю вас миром в вашем сердце, радостью в вашем духе и любовью в вашей жизни. Я благословляю вас уверенностью в моем присутствии в вашей жизни и обещанием моей благодати, достаточной для всех ваших нужд. Мои возлюбленные дети, я Иисус, ваш Спаситель, и я благословляю вас сегодня моей любовью и моим миром. Примите мои благословения с благодарным сердцем, и пусть они наполнят вашу жизнь надеждой и счастьем. Продолжайте искать мое лицо, доверяйте моему времени и подчиняйтесь моей воле. Знайте, что я все делаю ради вашего блага. Помни, я всегда с тобой, никогда не оставлю и не покину тебя. Я Иисус, твой Спаситель, и я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить. Я благословляю тебя сегодня и всегда. Аминь. Пока мы прощаемся с вами, пусть Божья любовь и благословение окутают вас, направляя ваш путь и освещая каждый ваш шаг. Помните, вы никогда не одиноки. Бог всегда с вами, готовый творить чудеса в вашей жизни. Пока мы не встретимся снова, оставайтесь сильными, продолжайте верить и наблюдайте, как чудеса разворачиваются в священных стенах вашего дома. Да благословит вас Бог обильно сегодня и вовеки.